Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Ситуация с коронавирусом в Якутии остается стабильно напряженной. Оперштаб уделяет особое внимание реабилитации переболевших COVID-19. Новые форматы коммуникации обсудили в Москве. Там прошел медиафорум этнических и региональных СМИ. Тысячи птиц ежегодно прилетают зимовать на незамерзающий водоем в России. Расскажем о настоящем Лебедином озере. По информации регионального оперштаба, 215 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за минувшие сутки. Из них 45 носителей инфекции. В Якутске заболели 113 человек. В Алданском районе 11 случаев, в Мирнинском 9, в Нерюнгринском 8. 7 случаев выявили в Мегино-Кангаласском районе. В Ленском районе заболели 6 человек. Еще в 23 районах республики выявили от 1 до 5 случаев. За сутки лаборатории региона провели более 4000 исследований на COVID-19. Сегодня мы бы хотели обратить особое внимание на то, что уже достаточно большое количество людей, около 60% всех заболевших у нас выздоровело. Однако само по себе поствыздоровление людей и, соответственно, их состояние после того, как перенесен заболевание ковид, требует от нас усилий, направленных на усиление реабилитационных служб. На настоящий момент, как мы уже говорили, у нас достаточно плотно сегодня работает в Мегино-Кангаласском районе санаторий-профилакторий «Абылах». Его подразделение работает здесь, на территории города Якутска, начинает отрабатывать свою реабилитационную программу РБ-3. И, соответственно, мы заканчиваем проведение работ по открытию реабилитационных коек на уровне дневного стационара в Нюрбинском улусе. Коронавирус поменял систему ценностей общества. Пандемия заставила каждого пересмотреть взгляды на окружающий мир и людей. Многие до сих пор остаются дома. Для безопасности здоровья они оказались вырванными из привычного образа жизни, и помощь других стала для них необходимостью. Во время пандемии многие якутяне вступили в ряды добровольцев и продолжают это делать. По всей республике работают 3500 волонтеров. Они занимаются покупкой и доставкой продуктов питания и всего необходимого для людей, находящихся на самоизоляции. По словам добровольцев, чаще всего к ним обращаются пожилые люди, которые нуждаются в лекарствах и продуктах питания. В последнее время поступает очень много заявок на получение льготных лекарств из поликлиник. Вот сейчас некоторые поликлиники не доставляют льготные лекарства до пенсионеров, до пациентов своих, и вот они обращаются к нам, чтобы мы им доставили, либо же они наши пожилые не могут оставлять свои заявки на получение этих бесплатных лекарств, льготных лекарств, не могут дозвониться до колл-центра и обращаются к нам. Компания РНГ – один из крупнейших работодателей в Мирнинском районе. В компании трудятся 3000 сотрудников. За последние несколько лет из маленькой геолого-разведочной компании она превратилась в многопрофильную нефтяную группу. Какую роль РНГ играет в социально-экономическом развитии Алмазного края, расскажет Анна Винокурова. Повышение качества жизни якутян – ключевая задача РНГ. В республике нефтяники строят дороги, мусорные полигоны, мосты. Мост через реку Малая Батоби – один из крупнейших инвестиционных проектов компании, возвели в нынешнем году. Параллельно с этим нефтяники работали над мостовым переходом через Сасарь-Уйрях в Сунтарском районе. Оба объекта – часть федеральной программы строительства автомобильной дороги Вилюй. Мосты мы строили с сентября 2018 года. То есть основной пик строительства пришелся на вторую половину 2019 года и на 10 месяцев 2020 года. Только в программу асфальтирования якутских дорог акционерное общество инвестировало 3,5 миллиона евро. А чтобы покрытие выдержало суровый климат региона, здесь же установили немецкий асфальтобетонный завод. Его главное преимущество – мобильность. Можно демонтировать и перемещать на другое место. Сегодня вся производственная деятельность акционерного общества сосредоточена в Якутии, поэтому РНГ – компания с долгосрочными интересами. С самого начала разработки восточных блоков в 2014 году
акционерное общество зарегистрировало обособленное подразделение в городе Мирный. Это обеспечило постоянного поступления налогов в местные бюджеты Мирнинского района и Якутии. Внимание РНГ уделяет и поселку Тасюрях, так как недалеко от него ведут основное производство. В поселке нефтяники обустраивают дороги, помогают детским садам и школам. Также последние 3 года акционерное общество снабжает социальные объекты села питьевой водой с собственных очистных установок. Большую помощь компания РНГ оказала в строительстве нашего детского сада. Благодаря им детский сад был введен в строй, введен в сроки. Также постоянную помощь оказывает РНГ нашей школе номер 9, также в их и хозяйственной деятельности, и в целом для учащихся. Компания также принимает участие в издательских и образовательных проектах, привлекая местную молодежь в нефтегазовую профессию. Нефтяники организовали экспертную и технологическую поддержку образовательному проекту Мирнинского регионального технического колледжа «Фабрика процессов по подготовке кадров для нефтегазовой промышленности». Проект реализуется на базе Светлинского индустриального колледжа. Анна Винокурова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Сегодня отмечает юбилей старейшина якутской политики, видный государственный и политический деятель республики Егор Михайлович Ларионов. Он родился 80 лет назад в селе Салбан Намского района. За время своего трудового пути работал зампредом Верховного Совета Республики, народным депутатом Госсобрания Илтумен 1 и 2 созывов, был членом Совета Федерации. Высокий профессионализм, природный ум, принципиальность и внимательное отношение к людям снискали Егору Ларионову заслуженный авторитет и всеобщее уважение. Его жизненный путь – яркий пример беззаветного служения отчизне, родной Якутии. Новые форматы коммуникации обсудили на 4-м медиафоруме этнических и региональных СМИ в Москве. В мероприятии приняли участие журналисты, активисты, представители Общественной палаты России, а также делегация журналистов из Якутии. Смогли ли средства массовой информации справиться с последствиями пандемии? Узнаем в сюжете нашего СОБКОРа в Москве Туяры Константиновой. В марте, как и вся страна, журналисты перешли на дистанционную работу. Масс-медиа активно разрабатывают и внедряют новые сервисы. Национальная вещательная компания «Саха» запустила мобильное приложение, а издательство «Кескиль» – детский канал на Ютубе. 2 года работаем над диверсификацией детских СМИ. Это внедрение проектов медийных и сервисных. И вот то, что мы получили. В марте 2019 года у нас было 7400 подписчиков. В сентябре 2020 года у нас стало 24 тысячи подписчиков. На форуме озвучили мнение. Кризис ударил в первую очередь по рынку медиарекламы и газетам на родных языках. Журналисты из 50 регионов поделились с успешными кейсами работы в новых реалиях. Ковид, он ускорил эти инновации. Более-менее хорошо себя чувствовали только те, кто лет 5 назад озаботился активным развитием платной подписки в интернете и разных сервисов, которые бы помогали выживать средства массовой информации. Мы стали больше писать на сайт. И, наверное, все вы тоже. Гораздо больше. Для сравнения просто приведу 2 цифры. Если в начале года ежедневно на сайт поставлялось где-то 300 материалов ежедневно, то сейчас их где-то 600. Переход на цифру значительно увеличил не только объем аудитории традиционных средств массовой информации, но и уровень доверия журналистам. Пандемия показала, и момент истины настал, потому что на первом месте находятся аккаунты в социальных сетях официальных средств массовой информации. Мы сокрушительно, победили в этой войне за доверие населения. И тем самым, кстати говоря, объясняются те результаты, которые многие из нас получили, когда в социальных сетях вдруг все начало расти, начали приходить подписчики. Эксперты считают, что удаленка отныне станет частью нашей жизни, а интернет-редакция и электронные издания – стандартом работы новых медиа. Туяра Константинова, Джордж Березкин, Москва. В Алдании подведены итоги районной научно-практической конференции «Я исследователь». Свои изыскания экспертам представили воспитанники детских садов. Исследовательской деятельностью дошколята занимаются более 10 лет. В этот раз малыши сделали несколько десятков самых разных открытий, а защита работ проходила дистанционно. Тему продолжит Татьяна Вахнина.
Это не просто коробочки, это маячки безопасности изобретения пятилетнего Владика. Вопросом о том, где таится опасность в быту, Владик озадачился всерьез и ответы искал вместе с воспитательницей и родителями. Теперь об угрозах предупреждают маячки безопасности. Вот такие коробочки напечатал принтер. Но принтер не может сделать так, чтобы коробочки засветились. Наталья Владимировна сказала, что в коробочки надо вставить маленькие лампочки. Воспитанники детских садов района сделали порядка 30 открытий. Дистанционно разработки ребята представили на ежегодной научно-практической конференции «Я исследователь». Каким бывает крахмал и для чего он нужен, узнала Ксюша. Если к крахмалу добавить йод, он станет синим, а под громкими звуками разведенный в воде порошок твердеет. Ксюша готовила из крахмала мягкий пластилин, из которого получились замечательные игрушки. Дальше я решила сделать антистресс. Я положила в шарик крахмал, завязала веревочкой и нарисовала личико. Самыми юными участницами научно-практической конференции стали 4-летние исследовательницы из города Томот. Маша сравнила уточек и курочек. Орнитологический интерес у девочки возник после прочтения сказки «Курочка Ряба». А Настя экспериментальным путем выяснила, какая вода лучше для растений. В разных водах она проращивала горошины. Что для роста растений подходит обычная водопроводная вода. Коллекция игрушек Насти из села Хатыстыр пополнилась забавными куколками. Папа Насти – охотник, и девочка с мамой и 3 сестрами увлеклись изготовлением игрушек из кости. В процессе созидания девочки изучили массу национальных детских игр. Игра в точечки. Настя, в этой игре ты должна разложить копыта от 1 до 10. Маленьким ученым интересно все. С детьми истины познают и их наставники посредством опытов, рассуждений и наблюдений. Научно-познавательным процессом вместе с учеными увлекаются также родители и одногруппники. Татьяна Вахнина, Алдан. Озеро Светлое в Алтайском крае по праву называют Лебединым. Ежегодно более 1000 птиц прилетают сюда, чтобы провести зиму. Светлое – единственный незамерзающий водоем, расположенный в резко-континентальной климатической зоне на пути миграции перелетных птиц. Инспектор госзаказника Лебединой Владимир Никулинский говорит, что количество пернатых гостей не всегда было столь внушительным. В начале 70-х годов прошлого столетия, когда был основан заказник, на зимовку прилетали всего несколько десятков птиц. Со временем лебедям настолько полюбились теплые воды Светлого, что они выбрали озеро в качестве основного места зимовки и стали возвращаться туда каждый год уже с потомством. Люди пытаются принести в кастрюлях даже винегрет, особенно после новогодних праздничных возлияний, несут остатки суда, так уверенно, говорят, мы в интернете прочитали, что они вареную морковь, свеклу любят. Ну нет, надо зерно, естественный корм у них. Это вот на дне они находят водоросли, беспозвоночные, рачки разные. Хочется посмотреть на лебедей, как они плавают, как они кричат, кликают. Это потому что успокаивает. Порой, когда смотришь, задумаешься о каких-то моментах. Вот, так скажем, воссоединение с природой. К этому часу это все новости. Берегите себя и своих близких. Не забывайте носить маску и соблюдать безопасную дистанцию в общественных местах. Увидимся на канале Якутия 24.